Великобритания стала ключевым союзником США, когда администрация Джорджа Буша-младшего решила предпринять военные меры в отношении иракского диктатора Саддама Хусейна, заявив о наличии у него химического и биологического оружия. Впоследствии это оружие не было найдено. Комиссия по расследованию роли Великобритании в иракской войне проводила работу в течение нескольких лет и составила доклад почти на 3 миллиона слов. Выводы главы комиссии Джона Чилкота крайне неутешительны. Великобритания решила принять участие во вторжении в Ирак до того, как исчерпала все варианты мирного разоружения Багдада. Военные действия в тот момент не являлись последним средством. Рассекреченные правительственные документы свидетельствуют, что премьер-министр Тони Блэр заявлял своему американскому коллеге, что готов присоединиться к нему за 8 месяцев до начала операции. В своем двухчасовом выступлении в среду Блэр утверждал, что он не торопился начать боевые действия. После терактов 11 сентября в США прошел едва ли не целый год. В конце 2002 начале 2003 года мы видели перенос внимания разведки на оружие массового уничтожения. Мы сделали это в меняющемся контексте опасности массовой гибели людей, вызванной новой формой терроризма. Бывший британский премьер извинился перед семьями погибших британских военных и принес извинения за сотни тысяч убитых иракцев во время войны и в период после нее. Однако Блэр отказался заявить, что он принял неверное решение. То, что изменилось не в Ираке. Были теракты 11 сентября и Афганистан. Именно это привело к тому, что американцы добивались вторжения в Ирак. Однако доклад Чилкота говорит о сдерживании. Введенные санкции могли бы предотвратить возможность получения Саддамом оружия массового поражения. Да, они не были идеальными, но они работали и заслуживали того, чтобы им дали больше времени. Послушать доклад Чилкота пришли родственники погибших в Ираке солдат. Та боль, которая начала потихоньку утихать, тот душевный покой, который я стала постепенно обретать после долгих 11 лет, все это пропало, как и в тот момент, когда я услышала слова о том, что Боб О'Коннор пропал без вести и предположительно погиб. Страдания в Ираке не прекращаются. Несколько сотен тысяч иракцев были убиты в межрелигиозных столкновениях после вторжения США. Один из самых жестоких терактов был совершен на этой неделе. От рук смертников в Багдаде в один день погибли 250 человек. Расследование Чилкота может стать последней страницей в темной главе британской политики. В Ираке тяжелые последствия ощущаются и по сей день.